С 1 по 22 апреля по инициативе Россоборнадзора проходит всероссийская акция «100 баллов для победы». Основной задачей мероприятия является организация встреч со 100-бальниками и высокобальниками для обмена опытом по вопросам успешной сдачи единого государственного экзамена. Сегодня в нашей студии это 100-бальница Лейла Агаева, студентка медицинского института СВФУ, Айсен Баханов, также высокобальник по 3 предметам, студент физико-технического института, и Людмила Афанасьевна Портнягина, учитель русского языка средней школы номер 38. Доброе утро. Доброе. Ну, наверное, Лейла и Айсен, первый вопрос будет к вам, да? В каком году и по каким, главное, предметам вы успешно сдали ЕГЭ? Расскажите. В 2018 году я сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Так, Айсен? Ну, я тоже, соответственно, в 2018 году набрал по 3 предметам высокие баллы. Ну, это физика, математика и русский язык. Так, а высокие это сколько? Ну, по 80-90? Да, ну, выше 80. Здорово, здорово. Какие молодцы. Ну, расскажите, вот, какие школы вы заканчивали, да? Где вот вас так готовили на отлично, да? А как вы вообще готовились к сдаче ЕГЭ? Я закончила 9-ю школу города Якутска. К экзаменам я готовилась основательно, училась именно по учебному пособию, задачник по русскому языку. И, конечно же, решала очень много вариантов через интернет-ресурс. То есть интернет все-таки помог, да? Ага. Я закончил специализированный учебно-научный центр СВФУ, ну, который открылся примерно 2 года назад. Готовился я своеобразно. Ну, то, что хотел, к чему, тому и готовился. Вот. Того не знаю, то хотел узнать, и, соответственно, к этому и готовился. Но все-таки больше зависит от учителя, от педагога или от самого себя? В основном от самого себя, но педагог просто будет направлять тебя в правильном пути. В русло, да? Ага. А какие, может быть, психологические приемы, да, самоорганизации существуют, ваши методы? Наверняка очень полезно будет послушать нынешним выпускникам, они, наверное, очень волнуются, да? На самом деле, самое главное – это правильно настроить себя. Просто понять, что этот экзамен – это всего лишь один из этапов в жизни. Но это очень важный этап, от которого конец, да? От которого зависит будущее. Вы должны подумать о своем будущем, кем вы хотите стать. Вот и все. Так. Для меня, для самоорганизации главное это поставить просто цель, а все само образуется. Ну, и, например, можно посоревноваться с одноклассниками по количеству баллов, как я делал. Но все-таки нужно зубрить? Или все-таки как-то от человека? Или просто учить, и оно само отложится? Нужно учить, нужно заниматься, но не зубрить, потому что это, в принципе, не так сильно поможет. Зубрежка, наверное, она держит в рамках. Да. Когда Самое главное – это верить в себя, потому что человек, который верит в себя, он уже победитель. Ну да. Людмила Афанасьевна, расскажите, пожалуйста, вот вы работаете учителем русского языка. Как вы готовите учеников к сдаче госэкзамена? Да. Ну, во-первых, это консультации. Как вы знаете, уроков русского языка в старших классах очень мало, всего 1 час в неделю. И вот из школьного компонента нам добавляют часы на консультации. Вот. Во-вторых, это мониторинг. У нас эта работа в школе ведется уже как-то системно. Каждый месяц у нас проводятся тренировочные ЕГЭ. И дети уже видят, какие у них пробелы, по каким темам, и мы как бы с ними это повторяем. И в-третьих, конечно, это самостоятельная работа ученика. Ну, самый важный этап. Да, это очень важный этап на самом-то деле. Ну и сейчас и пособий очень много по самостоятельной подготовке, и интернет-ресурсов много. Ну, чаще всего работаем мы с сайтом Гущина «Решу ЕГЭ». Вот это. Ну и все. Но не меньше волнуются наверняка родители. Ну да, конечно. Что бы вы им порекомендовали? Ну, во-первых, создать такую дружелюбную
атмосферу в доме, наверное, да? И уважать учебный труд своего ребенка. Затем создать комфортные условия для подготовки его к ЕГЭ. Потом, ну, не страшить его этими ЕГЭ, да? Всячески поддерживать. Да, наоборот, поддерживать и верить в своего ученика, Ребенка. чаще напоминать ему о других успехах его, да? Вот такое, наверное. Что ж, Да, и как сказала Лейла, даже если ученик сдает, ваш ребенок сдает не на такие высокие баллы, как наши сегодняшние гости, Да. то не нужно расстраиваться. Это Конечно. всего лишь одна ступень Это в жизни. это не Да, конец, это еще не раз конец, повторяю, да. да? Это не Спасибо, конец уважаемые света. гости, за то, что приняли участие в нашей программе. Несомненно, желаем вам успехов в вашей профессии будущей. Спасибо большое. Огромное спасибо, удачи, успехов в работе.